Здравствуйте! Сегодня мы говорим об основных принципах финансирования избирательных кампаний в Кыргызской Республике с экспертом по политическому финансированию Башировой Раидой Дамировной. Раида Дамировна, здравствуйте! Здравствуйте, Юля. Расскажите, пожалуйста, как можно более подробно о финансировании избирательных кампаний в нашей стране. Финансирование избирательных кампаний, или как оно называется в мировой практике, политическое финансирование, в Кыргызской Республике у нас проводится по двум направлениям. Первое направление – финансируются расходы на подготовку и проведение выборов из средств республиканского бюджета. И второе направление – это финансирование расходов кандидатов и политических партий, которые участвуют в выборах через создание их собственных избирательных фондов. А можно подробнее рассказать об этих двух направлениях, раскрыть их каким-то образом, чтобы было более понятно? По первому направлению несут расходы избирательной комиссии, которые организуют сам процесс подготовки и проведения выборов в Кыргызской Республике. Я должна напомнить, что единую систему избирательных комиссий у нас образуют следующие комиссии. Это Центральная избирательная комиссия, окружные либо территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии. Центральная избирательная комиссия является постоянным государственным коллегиальным органом, который разрабатывает, утверждает смету расходов на проведение того или иного вида выборов. И далее уже происходит финансирование средств республиканского бюджета. По второму направлению, финансирование избирательных кампаний кандидатов и политических партий у нас происходит через создание их собственных избирательных фондов. Кандидаты и политические партии создают свои избирательные фонды через открытие специальных счетов в банковских учреждениях. Такими банковскими учреждениями у нас являются АИЛ-банк и РСК-банк, которые определяются Центральной избирательной комиссией. А можно поинтересоваться, по какому принципу выбирает Центральная избирательная комиссия банк и почему именно эти два банка представлены у нас основными действующими игроками в избирательной кампании? Эти два банка определяются Центральной избирательной комиссией по принципам государственного участия в уставном капитале и по той причине, что филиальная сеть этих двух банков наиболее широко представлена на территории Кыргызской Республики. Спасибо. Вообще среди обывателей бытует такое мнение, что кандидаты бесконтрольно используют какие-то финансовые средства. И в таком контексте, конечно же, кажется, что победит тот, у кого больше денег. Как же тогда быть с принципами равных стартов, равных стартовых возможностей? Должна сказать, что финансирование избирательных кампаний в мировой практике должно подчиняться определенным стандартам, и определенным правилам. В мировой практике общепризнанными принципами являются равноправие, прозрачность и подотчетность. А прозрачность перед кем и подотчетность кому? Можно тоже пояснить эти вопросы? О ком здесь идет речь? Прозрачность касается раскрытия источников формирования избирательных фондов кандидатов политических партий, а также раскрытия всей финансовой информации о поступлении и расходовании средств из этих избирательных фондов. Если мы говорим о подотчетности, то, естественно, все средства, которые образуют избирательные фонды, они должны быть контролируемы со стороны нашего гражданского общества, со стороны избирателей. Они имеют право знать, откуда пришли деньги и на что они тратятся. Я считаю, что это чрезвычайно важно. Если подробнее рассмотреть эти три принципа – равноправие, прозрачность и подотчетность, то из каких компонентов они состоят? Если можно, тоже более подробно раскрыть эту тему. Составляющими компонентами основных принципов у нас являются источники финансирования, ограничения на пожертвования, пределы расходов и запреты, отчетность и раскрытие информации, а также контроль и ответственность кандидатов политических партий при создании их избирательных фондов. Если говорить об источниках финансирования, то это те средства и те жертвователи, которые могут вносить свои средства в избирательные фонды. Это источники финансирования. Кроме того, существуют верхние пределы расходов средств избирательных фондов и существуют запреты на внесение пожертвований. Если говорить об отчетности и раскрытии информации, то это, естественно, та информация и та финансовая отчетность, которая нам должна раскрывать суммы поступлений и суммы расходования этих средств.
Если мы говорим о контроле и ответственности, то, естественно, со стороны регулирующего органа и со стороны гражданского общества, средств массовой информации, должен быть контроль по тому, насколько правильно кандидаты, политические партии используют вот эти средства избирательных фондов на свою предвыборную агитацию. Если говорить о взаимосвязи между основными принципами финансирования и их составляющими, то равноправие связано с ограничениями по пожертвованиям в избирательные фонды и с пределами расходов из этих избирательных фондов. Это у нас равноправие, то есть равный доступ каждого кандидата политической партии к финансовым ресурсам. Если мы говорим о прозрачности, то прозрачность связана у нас с отчетностью и с раскрытием информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. Если мы говорим о подотчетности, то здесь имеется в виду контроль и ответственность нарушителей за нарушение правил финансирования избирательных кампаний и создание своих избирательных фондов. Ну что ж, это вполне справедливо. Раида Дамировна, скажите, пожалуйста, из каких средств складываются избирательные фонды партий, кандидатов? Избирательные фонды кандидатов политических партий у нас могут формироваться из 4 источников. Это собственные средства кандидата, собственные средства самой политической партии, которая выдвигает кандидатов, либо списки кандидатов, из добровольных пожертвований юридических лиц и добровольных пожертвований физических лиц. А есть какая-то, может быть, нормативно-правовая база, которая каким-то образом регулирует, ограничивает, регламентирует вот этот процесс формирования избирательных фондов? Надо сказать, что в Кыргызской республике существует выборное законодательство, своя нормативно-правовая база, которая регулирует порядок финансирования избирательных фондов кандидатов политических партий. Существующее законодательство у нас отвечает всем требованиям международных стандартов по соблюдению равноправия, по соблюдению прозрачности и по подотчетности кандидатов политических партий перед нашим гражданским обществом. Наша страна ратифицировала те международные договора и соглашения, которые содержат обязательства и стандарты в области финансирования избирательных кампаний, в области прозрачности финансирования избирательных кампаний. Что ж, тогда перейдем к вопросу, а деньги где? А на что тратят деньги кандидаты и политические партии при проведении избирательной кампании? Кандидаты и политические партии для финансирования своей избирательной кампании создают избирательные фонды. Как я уже сказала, эти фонды открываются на специальных счетах банковских учреждений АЮ банка и РСК банка. Причем несоздание избирательного фонда является основанием для отказа в регистрации кандидата и политической партии. Ну а все-таки на что можно тратить собственные средства? Чтобы тратить свои деньги, кандидаты прежде всего должны сформировать свои избирательные фонды. Как я выше сказала, избирательные фонды формируются на специальных счетах избирательных фондов в банковских учреждениях РСК банка и АЮ банка. Все денежные средства, которые поступают в эти избирательные фонды, они зачисляются только в национальной валюте. Доходы по данным счетам не начисляются и не выплачиваются. Если поступают в избирательный фонд деньги свыше установленных предельных размеров, то они должны быть возвращены жертвователям незамедлительно. И далее, если в случае, если отказано в регистрации кандидатам, либо политической партии в регистрации списка кандидатов, да, то в этом случае также эти деньги, которые поступили уже в избирательный фонд, должны возвратиться всем жертвователям. Законодательно определены ограничения на пожертвования и предельная сумма расходов средств избирательных фондов кандидатов в политических партий. Если говорить о расходах средств избирательных фондов, то кандидаты и политические партии имеют право израсходовать их только на мероприятия, связанные с их избирательной кампанией. Средства избирательных фондов кандидатов в политических партий имеют целевое назначение
могут использоваться только на покрытие расходов, связанных с организационными моментами, да, по обеспечению их предвыборной агитации. Они могут идти на оплату избирательного залога, а также на оплату тех работ и услуг, которые предоставляются нашими гражданами и организациями для того, чтобы провести вот эту информационную агитационную кампанию. Это такие расходы, как услуги информационного консультативного характера, это расходы на аренду помещений, на командировочные расходы, транспортные, суточные, тех работников штаба, которые проводят предвыборную агитацию, на организацию различных встреч, собраний, на приобретение канцелярских товаров и оборудования и на другие расходы, которые связаны с их избирательной кампанией. То есть четкое целевое назначение этих средств, которое регламентируется тоже очень четким образом. Конечно. Кандидатам и политическим партиям запрещается использовать средства, связанные с мероприятиями по предвыборной агитации, кроме тех средств, которые поступают в их избирательные фонды. Хотела бы добавить, что существует ряд запретов на пожертвования в избирательные фонды кандидатов в политических партий. Такими запретами являются пожертвования от иностранных лиц, от иностранных организаций, от тех организаций, которые образованы в Кыргызской республике с долей участия иностранного капитала, от муниципальных и государственных учреждений запрещены пожертвования, от религиозных организаций, благотворительных организаций, от лиц, которые не имеют гражданства, а также запрещаются анонимные пожертвования. Под анонимным жертвователем понимается гражданин, который не указал следующие сведения о себе: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные, либо указал недостоверные данные о себе. Ну что ж, это вполне логично и обоснованно. Могут ли политические партии тратить свои собственные личные денежные средства или, например, деньги из каких-то благотворительных фондов? Кандидат может использовать собственные средства для проведения своей избирательной кампании, но использовать, как я сказала выше, средства благотворительных организаций он не имеет права. Это у нас запрещено. Запрещается внесение в избирательный фонд денежных средств лицами, юридическими лицами, либо физическими лицами без образования юридического лица, а также которые имеют задолженность перед государственным бюджетом и социальным фондом нашей страны. Раида Дамировна, я благодарю вас за то, что вы очень доходчиво, доступно и понятно рассказали нам об основных принципах финансирования избирательных кампаний в нашей стране. Спасибо.